Это был «Звездный час» Царьграда. Правый патриотический телеканал, детище православного миллиардера и спонсора вторжения в Украину Константина Малафеева 25 января выдал сразу несколько новостей про хакерский заговор спецслужб. Весь день на сообщения Царьграда влиятельные СМИ и блогеры не обращали почти никакого внимания, но к вечеру все-таки пришлось. К истории подключились «Коммерсант», «Новая газета», «Ведомости», «Росбалт». И началось. Итак, кого арестовали? Заместителя главы Центра информационной безопасности Сергея Михайлова и бывшего сотрудника управления КМВД, главу отдела расследования компьютерных инцидентов лаборатории Касперского Руслана Стоянова. Причем еще в декабре. Это их единственные фотографии, которые вообще есть в интернете. Михайлова арестовывали весьма живописно. Задержали его прямо на заседании коллегии ФСБ и выводили из здания со светонепроницаемым мешком на голове. Позже стало известно и об еще одном подозреваемом, подчиненном Михайлова оперуполномоченном ФСБ Дмитрия Докучаеве. По информации РБК, в прошлом Докучаев был специалистом по кибербезопасности и взломам, а пользователи сети знали его под именем Форб. В чем их всех обвиняют? Как пишет «Коммерсант», расследование ведет Управление собственной безопасности ФСБ. Статья 275 «Государственная измена». Подтвердил это и адвокат одного из задержанных Иван Павлов. «Новая газета» пишет, что ФСБ подозревает Михайлова в связях с американской разведкой. Якобы он передавал ЦРУ информацию о кибератаках на избирательные системы в США во время недавних президентских выборов. Атаки эти велись с серверов компании King Server с российского гражданина Владимира Фоменко. Сами серверы находились в Украине и были арендованы уже у нидерландской фирмы, которую контролирует небезызвестный Павел Врублевский, основатель компании Chronopay. Самого Врублевского обвиняли в свое время в хакерских атаках на сайт Аэрофлота и даже приговорили к 2,5 годам колонии. Впрочем, отсидев год, он вышел по УДО. Наконец, самый важный вопрос. При чем тут шалтай-болтай и анонимный интернационал? О том, что Михайлов был фактически куратором интернационала, сообщил все тот же телеканал «Царьград». Потом, впрочем, эту новость с сайта удалили. «Новая газета» также подтвердила, что Михайлов курировал хакерскую группировку, а Докучаев был ее непосредственным участником. Тут на арену выходит близкий российским силовикам ресурс «Росбалт». По информации издания, еще в октябре задержали другого фигуранта большого дела хакеров Владимира Никеева, выманив его из Украины, где тот жил в последнее время, в Москву. Предъявили обвинения в компьютерных взломах и начали допрашивать. Он-то и дал показания против заместителя главы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. «Росбалт» также связал арест Владимира Никеева с публикацией на украинском сайте «Киберхунта» переписки Владислава Суркова. В той переписке содержалось письмо от помощника Константина Малафеева, датированное 13 мая 2014 года, в котором предлагались кандидатуры на руководящие должности в так называемой Донецкой Народной Республике. Несколько людей из этого списка, в частности, нынешний председатель правительства ДНР Александр Захарченко, получили назначение спустя 4 месяца после даты письма. В тех же документах содержались детали плана «Шатун» по дестабилизации ситуации в Украине в 2017 году и организации там массовых протестов.